Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в творческой студии Юлианы Ким «Рукоделки». И мы сегодня с Юлианой будем вновь что-то творить. Идей здесь очень много. Юлиана, привет! Привет, Даша. Ну что, для начала, что сегодня у нас в планах, так сказать? Сегодня в планах мы будем делать тарелочки, подставочки для украшений из самозатвердевающей глины. Вот наглядный пример, как это будет выглядеть в идеале. Ну, изюминка? Ну, непростые, да. Изюминкой этих тарелочек будет то, что они будут с отпечатками вот таких красивых листочков, либо каких-то хвойных иголочек, да, либо вот из цветов. То есть у нас сегодня будет натурпродукт участвовать в производстве, так сказать, да? Ну вот здесь мы видим готовый вариант, да? Угу. Здесь я сделала вот этот лепесточек, он который от розы. Угу. Я его отпечатала при помощи скалки. И он застыл у меня, и я его покрасила. Вот так вот. Но обо всем по порядку. Для начала нам нужно сделать само блюдечко. Да. Итак, для того, чтобы сделать нам это блюдечко, нам понадобится сама глина. Вот так выглядит она, да? Давай мы ее откроем. Угу. Глины бывают разных фирм. Как правило, они идут в небольших пакетиках. Угу. Вот. Мы достаем необходимое нам количество, не все. Остальное закрываем герметично. Так, тебе. Потому что она быстро сохнет, да? Да, она очень быстро сохнет. Примерно за сколько? Ну, 24 часа, даже меньше, наверное. Да? Так. Может, даже где-то часов 18. Угу. Ну, то есть забудете закрыть герметично, через день у вас все это превратится в камень. Да, кусок камня. Для того, чтобы красиво закрыть герметично, я использую либо вот такие вот прищепочки, либо, если нету, зип-пакет. Зип-пакет мы сейчас вот это вот закроем, чтобы воздух не поступал и чтобы у нас глина наша не засохла, и мы могли из нее сделать другие изделия. Все, убираем. Итак, также для работы нам понадобится тарелочка или какая-то емкость с водой. Нужно будет смочить сперва руки. Хорошо. Скатать шарик. Вот эта глина, она хороша тем, что не требует обжига. Вот. Есть гончарная глина, у которой нужно ждать несколько даже дней, я бы сказала, и потом ее запекают. То есть нужна специальная печь, да, а здесь там все проще. Дней 10, по-моему, да, ждать надо. А здесь все проще, то есть вы делаете любое изделие, это не обязательно может быть тарелочка, это может быть какая-то игрушка, это может быть подсвечник, это может быть, не знаю, что еще. Ну, посуда. Да, посуда. Вот мы скатали шарик, немножко его приплюснули вот так вот, чтобы он не терял форму круга. И нам понадобится скалка. Так, я тебе скалочку дала? Вот есть. Да. Красивая. Значит, мы берем скалочку и начинаем аккуратненько. Раскатали с одной стороны. У меня все прилипает, это, видимо, мокро, да, потому что... Перевернули, скатываем с другой стороны. У нас должно получиться толщина полсантиметра. Как только полсантиметра ты видишь, останавливаешься. Для тех, у кого нет скалочки, можно использовать любую бутылочку. Но главное, чтобы на ней не было никаких узоров. Так, я буду делать вот такой вот лепесток, отпечаток. Это туя, крашеная туя. Представляешь? После новогодних праздников, после 8 марта вот такие растения очень долго стоят, радуют глаз, но сегодня мы их используем, да? Да. Даже в флористических магазинах их сейчас можно, вот эти вот, например, можно взять бесплатно. Да? Вот эту тую я купила. И, соответственно, цветы можно использовать.
различные. Вот чем больше прожилок на листочке, тем фактурнее будет рисунок на твоей тарелочке. То есть если листочек такой тоненький, то, соответственно, и след получится незначительный. Да. Тогда я беру максимально. Да, давай вот возьми вот эту красоту. герберу красивую. Ой, даже неохота Да, срезать, жалко, его, да? жалко срезать, но вот такой настоящий цветок. Так, и ты должна сейчас выбрать, либо ты ее боком положишь, Вот так, да? Да, либо ты ее вот так. так вниз лицом. Ну а как ты думаешь, это все отпечатается? Ну, я думаю, что да. Так, хорошо. Ну, давай. Рискнем. Рискнем все-таки. Нет, ну вот так бочком не все отпечатается. Попробуем так. Давай я тебе помогу. Ой, как Не жалко. бойся, не бойся, не бойся. Сначала вот такие вдавливающие движения делаешь. Потом вот отсюда сюда. То есть по кругу, поняла, да? По кругу так Так, аккуратненько. придерживай. Так. Но старайся ее не двигать, потому что рисунок собьется, съедет. Даже можешь чуть-чуть посильнее пройдись. Так. Немножко даже. И вот эта глина, она бывает разных цветов. Бывает красная, бывает темно-серая, а бывает белая. Желательно выбирать, конечно, белого цвета, потому что потом, чтобы можно было покрасить. Так. Ну, собственно, все. А теперь аккуратненько поднимай. Что же там получится? Ух ты, Вот так красота. Все лепесточки смешались. Ну, очень красиво получилось. Очень красиво. Так, теперь смотри, что мы делаем дальше. Мы берем маленькую пиалочку, переворачиваем ее, немножко надавливаем. И возьми, пожалуйста, канцелярский ножик. И нам нужно излишки отрезать. Аккуратненько, не торопись. Вот это сразу убираем. Все лишнее. О, как красиво получилось. Ты с той стороны убери. Вот так вот. Скатай шарик, потом мы из него что-нибудь сделаем. Тоже надо будет в пакетик убрать. Откуда тебе пришла идея вот делать отпечатки из растений? Ну, я вдохновилась, конечно же, увидев это на страничке у какой-то, не помню уже, Мастера, да? Да, мастера зарубежного. Вот, и давно я за этим наблюдала, но никак не знала, как же это все делается. Вот, сейчас возьми, пожалуйста, стеку большую и вот этот вот, ну, как Что ножик. это? Стека? Стека это вот это. Ага. Вот это? Да. Теперь нам надо аккуратненько, вот так вот, снизу ее, вот так вот Срезать. отделить, да, потому что она сейчас вкаталась в доску, и она будет тяжело сходить. Вот так вот, с двух сторон так делай, не торопясь, и немножко с нажимом. А ты должна сейчас вот пойти по низу, чтобы лишнее не отрезать. Еще продолжаем. Все, а теперь переверни и с другого боку то же самое сделаешь. Не бойся. Так, переворачиваешь аккуратненько. Тебе нужно сейчас ее отделить от доски. Давай я доску подержу. Ой, мамочки. Кропотливая работа, тут ювелирная. Немножко с усилием. Осторожно. Так. И вот если чувствуешь, что она еще там Еще. осталась, то еще пройдись. Сейчас при помощи кисточек Все. нужно будет излишки вот
если сюда что-то попало, то при помощи кисточки можно это все почистить. Теперь бери на руки. Есть. Так, убираем эту штучку. Господи, какая ювелирная работа. Так, Не торопясь, чтобы не повредить рисунок. Все. Так, держи. И вот смотри, видишь, края неровные. Мы берем ножницы и прямо вот по кругу начинаем отрезать все торчащие элементы. Прямо не бойся, как ткань режь. Вот. Благодаря этому край становится ровным. Но мы пройдемся еще, смочив руку водой. Вот так вот. Да. Ножницы потом помоем, с ними ничего не случится. Готово. Так, теперь смотри, вот смачиваешь пальчик и вот так края обрабатываешь. И эта же пиалочка нам теперь понадобится для того, чтобы наше блюдечко застыло. Так вот. То есть оно должно прогнуться, так сказать? Да, оно не должно быть плоским. Можно даже вот так немножко углубить ее. Вот так, чтобы она чуть-чуть туда опустилась. Вот так вот. И ждем 20. И откладываем это в сторонку. А я сделаю другой узорчик. И если хочешь, ты можешь сделать еще одну тарелочку с другим уже узором. Так. Вот я взяла у нас лепестки, Туи. да, туи, да. И начинаю аккуратненько вдавливать их в глину. Аккуратненько. Чтобы все зашло. Можно пройтись несколько раз. Вот. Теперь снимаем. Тоже медленно. Ну, у тебя получилось фактурнее, да, потому что больше деталек, да? Тут больше деталей. Вот так вот. Тоже вот, если, допустим, нету другой тарелочки, то можно взять что-то круглое. Вот, допустим, вот это блюдце. Поставить ее и также обвести. А вообще вот эта работа с глиной, это же как и для взрослых, так и для детей полезно, да? Да. С какого возраста детишки могут уже работать с глиной? Абсолютно с любого. Ну вот на упаковке написано 6+. Тоже аккуратненько снимаю. Аккуратненько. Если нету вот такого ножика, можно взять нитку. Помнишь, как мы в детстве делали тортики, вот так вот делили на палец, да? пополам, да. Можно так сделать, но она все равно снимает какой-то слой, он остается. То есть она может вашу тарелочку истончить. Так, и попал какой-то волосочек, пылинки, все убираем при помощи кисточки. Так, тоже снимаем. Тоже края можно подрезать. Ну, можно вот так просто обработать рукой. Ну, желательно это, конечно, делать на сырую глину, а не после того, как это все застынет. Юлиана, а эта глина, допустим, потом ее как-то растопить можно после полного высыхания или нет? Нет. А если высохшее изделие? Ну, допустим, размочить его можно? Оно уже не размочится, да? Ну, если, допустим, в этот же день ты сделала, можно через час, через два, но не более. Не более. Она потом начнет крошиться, сыпаться, трещины появятся. Вот, допустим, если у тебя вот глина в пакете лежала несколько дней, да, и она засохла, то да, можно смочить, можно из нее уже что-то сделать, да. Вот, я подправила и тоже отправляю на тарелочку. Сохнуть до завтра. Итак, наше изделие должно сохнуть, да, вот Юлианина и мое, около 24 часа? Да, минимум. около суток, поэтому... Оставляем ее сохнуть до завтра. Да, но Юлиана у нас человек предусмотрительный, она уже подготовила заранее. Да. То есть в идеале это будет выглядеть вот так. Мы видим
уже фактуру, да. подсохла наша глина. Угу. Фактура, вот все наши вот эти тут вкрапления. Я использовала вот такие вот еловые ветки. веточки. Видишь, как красиво отпечаталось. Угу. Здесь я использовала тоже тую, как сегодня. А здесь я использовала хризантему боком. Но ее плохо видно, наверное, да? Вот. И давай мы их раскрасим. Кисточки возьми одну тоненькую и одну потолще. Вот оно, обилие красок. Какие краски используем для работы с глиной? Мы будем использовать акриловые краски. Они очень легкие в использовании и быстро сохнут. Выбирай любой цвет. Это не обязательно должен быть цвет листочка или хвои, да? Можно поэкспериментировать, сделать разноцветные. Так, ты выбрала красный. Да. Не знаю, зачем. Они у тебя обе будут красные, да? Наверное. Так, а я, наверное, выберу золотой. И прям так смело, или да? светло-зеленый. Ой, то есть темно-зеленый. И начинаю красить вот эти. Да-да-да, прожилочки вот эти вот. Кисточка должна быть сухой. Ее не надо макать в воду, сразу в краску. И много краски не делай. Вот отлично у тебя получается, Даша. Хочется сохранить вот эти все веточки, да? Текстуру, да? Да. Так, а я сделаю двухцветную. Один цвет у меня будет зелененький, а второй будет у нас золотой. Кисточка должна быть суховатой. Довольно такое увлекательное занятие. Наши отпечатки мы раскрасили. Я добавила немножко золота, чтобы прожилки выделялись. У Юлианы совершенно другая работа выглядит, потому что по-другому, потому что она решила использовать поменьше краски. Но здесь на вкус и цвет товарищей нет, так сказать. Да? И следующий этап, Юлиана, это у нас... Нам надо покрыть все акриловым лаком, матовым. Мы уже будем использовать кисточку побольше. То есть ты берешь, макаешь сюда, чуть-чуть вот так вот выжимаешь и поверх проходимся. Быстренько, да? Ну, мы посушили краску феном, поэтому она у нас не должна сейчас сходить. Лак надо будет нанести минимум 2 слоя. То есть мы сейчас тоже их посушим. И если у нас лак попадает на наши следы, да, мы проходимся маленькой тоненькой кисточкой еще сверху, чтобы не было никаких луж, чтобы наша текстура сохранилась. Итак, вот такая подставочка для ювелирных украшений готова. Но, как мы уже и говорили о том, что изюминка нашей подставочки сегодня, это, конечно, отпечаток наших живых растений. Да. И как вариант для наших телезрителей можно сделать, ну, все знают, наверное, отпечаток ножки или ручки ребенка. Да? И еще какие варианты, Юлиана? Можно использовать кружево различных фактур. Такое или такое. То есть также отпечатываем кружево, да, и потом разрисовываем. Скалочкой, чтобы она внутрь вжилась туда. Ага, то есть, кружева бывают разные, да, можно сделать даже, наверное, в принципе, и побольше изделия, да, если вдруг захотим. Главная идея здесь отпечаток, да? Да. На Новый год мы делали звезды такие. То есть можно сделать отверстия, подвесить их на веревочку, тоже с такими узорами. Вот. А можно слепить что-то вот такое вот необычное. Вот, посмотрите, допустим, что же это такое, глядя на... Допустим, вот такая вот кошечка, это как подставка под колечки. Чем удобны вот такие тарелочки, блюдца, да? Почему не в шкатулочке, а почему именно здесь? Потому что вы с вечера приготовили свои украшения, то есть на завтра что вы оденете,
положили вот сюда красиво. Понедельник, да. Ну, вторник, среда, можно по дням пятница. недели, да. Вот. И у вас все на видном месте, вы знаете, что, где лежит. И причем все это красиво. Можно это оформить в качестве подарка, подарить вашим родным и близким. Да, ну а самое главное, это все эксклюзив, потому что подобных отпечатков сделать второй раз не получится точно. Да. И обязательно у вас должны быть живые цветы. Вот. Из сухоцветов не получится. Они все рассыпятся, когда мы только скалочкой начнем проводить, правильно? Да-да-да. Итак, дорогие друзья, вот такой небольшой мастер-класс по работе с самозатвердевающей глиной. Сегодня мы с Юлианой показали для вас интересный материал, доступный. И, собственно говоря, с ним сделать можно вот все, что вашей фантазии, да, доступно. Но, если честно, вот такие блюдечки, они действительно милые вещи. И зачастую даже вот ключи дома, чтобы не бросать на полочку, можно вот положить, сделать такое блюдце, и все будут знать, что ключи должны лежать в этом месте. То есть такие блюдца будут дисциплинировать всю вашу семью. Ну а, конечно, вот этот отпечаток такой интересный будет напоминать вам о прекрасных растениях, которые когда-то вас радовали. Ну и, конечно же, если бы сейчас было на дворе лето, можно было бы выйти в соседний сквер, нарвать там красивых листочков, лепесточков и от души, как говорится, сделать побольше различных блюдец с различными узорами. Тогда мы бы больше бы смогли поэкспериментировать. Да? Да. И у нас получилось бы совершенно разного вида текстуры. Но сейчас, к сожалению, зима все еще. Максимум, что мы могли найти. Максимум, что мы могли найти, это хвойные листочки и вот, хризантемки. Вот так. Поэтому герберы. летом возьмите этот мастер-класс себе на заметку, а вдруг получится что-то и со своей грядки снять и сделать такой отпечаток, а потом передавать вот такое блюдечко из поколения в поколение, говорить, что у вас там в 2024 году был вот такой потрясающий, к примеру, пион вырос на вашей грядке, и вы его решили запечатлеть на глине. Вот, а почему бы и нет? И появятся такие некие семейные традиции.